звязаныя між сабой, але таксама посткаланіяльныя, я хочу вот ужо калі казаць пра асалоду, то посткаланіяльная тэорія ці посткаланіяльныя даследаванні, яны с аднаго боку вот меня так крышечку нудзяць заўсёды, асабліва пад канец курса, нудзяць таму, што ты разумееш, што врэшце вот всяго гэтага падарожжа по посткаланіяльнай тэорыі ці там по посткаланіяльнай перспектывы ты мусіш пра ўсё гэта забыцца. То есть в один прекрасны момант я б нават так сказаў, што канчатковая мэта посткаланіяльнай тэорыі в канцы падарожжа забыцца пра всю посткаланіяльную тэорію і вярнуцца просто да сябе, вярнуцца ў нармальнасць, зноў жа такі, што бы гэта нармальнасць не значыла. Потому что посткалониальная теория это таки скальпель, аналитика, терапия, что завгодно, як это можно сказать, это лечение. Да? То есть это интеллектуальный инструмент, який повстає дзеля анализу и дзеля такого, скажем, интеллектуальной терапии, скажем, певной анормальности. Вот, знову ж таки, посткаланіальная тэорія, врэшце-рэшт, вядзе да таго, што мы пра ўсё гэта забываем. Але ёсць тут і пэўныя тэксты, пэўныя моманты асалоды. І вот я хацеў бы на наступным разам падзяліцца, вярнуцца зноў ад беларускай праблематыкі, якой сёння мы з вами яшчэ будзем займацца, беларускай ідэнтычнасці, вярнуцца назад в эту глобальную теорию, и я вам расскажу про два текста. Это я признаюсь одразу, как уже не отвертеться, как пришлось все что-то сказать, якія вот з усяго гэтага корпусу мне найбольш падабаюцца і вот чисто эстэтычна, інтэлектуальна. І гэта нават не арыенталізм Саіда, з якога все пачалося, то есть не вот гэтыя тэксты заснавальніцкія, так бы мовіць, а ўжо познія і крышачку так маргінальныя. Один тэкст Дайпеша Чакрабарти «Провинциализуючи Европу». Это книга, якая была надрукавана там на ангельской мове, по-моему, там 2004 год, 2005, вот недзе так, якую мне даслаў з Стэнфорда мой добрый знаёмы в обмен на информацию про белорусскую постколониальную, скажем, ситуацию. Вот. И другая книга это критика постколониального. Да, пишет Чакрабарти, я сказал. Другая книга это критика постколониального розуму Гаятри Співак. И одна, и другая достаточно такие толстые и, так сказать, концептуальные проекты. Но передусім интеллектуально пригожие. И вот я поспробую с вами поделиться, чему яны мне так сподобались. Провинциализующую Европу, даже скажу так, это мара кожного белоруса поудзельнічаць в этом проекте, как не только мы, а вся Европа стала вот такой нормальной, тихой, спокойной провинцией. Критика постколониального розуму – это книга, якую ніхто не змог прочитать далей за 50-ю сторонку. Вот я не ведаю просто в принципе людей, хотя мы дискутовали про яе вельмі шмат з кім. І саму мне эту книгу подарил Алексей Лало, один из первых таксама американіст-англіст. Вот, яшчэ калі мы в Европейском гуманитарном университете разом працавалі. И он шчыра признался, что дочитал там до 15-й ці 17-й и кинул, потому что вот это невыносно. И вот в этом я бачу, знову ж таки, такую пригожость. Все ж таки разобраться, чому эту книгу Гаятри Співак, амбітною, вот, вельмі цікавую, ніхто не може дочитати. І я в тим ліку, тому що
Добра. Но это все будет наступным разом, вот в нашей монологии замест подсумования. Тут мы вернемся до белорусской идентичности. Минулым разом, вы памятаете, мы почали гаворку про белорусскую идентичность вот, с перспективы постколониальных доследований, постколониальной теории. И мы обозначили две зоны, альбо две темы. С одного боку мы говорили про дачыненне с суседями, про вот как бы эту мегаструктуру самого региона усходнеевропейского помежжа. Вот, и казали про то, что вот эта огульная постколониальная ситуация, она распадается на несколько таких как бы микросутыкненняў альбо микроконфликтов. То есть ясно, это сутыкнение с усходом, как бы с российско-православным светом, империей, потом Советским Союзом, як империей. И в этом сутыкнении удзельнічаюць практично все культуры региона, и белорусы, и украинцы, там и Молдова, и Закавказье, и Балтии, краины Балтии, и нават Польша, и вот это центрально-усходняя Европа. Другое сутыкнение колониальное и потом постколониальное – это Польша. И вот как бы польский проект, який пульсує поміж Польщей так званої Пястовської і Польщею Ягеллонської, поміж якби Польщею як такой вот ясной визначеной национальной державой и Польщей як мегапроектом вот, на основе Речи Посполитой, региональным проектом, вот то, что мы можем назвать так умовно межморье. Да, то есть от Балтии до Черного моря. Вот. И в этом сутыкнении с этой Польшей удзельнічаюць украинцы, литовцы, белорусы, у меньшей ступени, альбо зусім не в якой ступени латыши и эстонцы, и амаль што не удзельнічаюць вот, Молдова, Румыния, Центральная Европа. То есть для центральноевропейцев поляки не империалисты, они не выступают в якости империи. И третий блок, памятаете, мы говорили про, скажем, Захад, про заходную модерность, в дачыненні до якой все краины региона и регион як целое выступая вот, в якости подпарадкаванага, периферийного и вымушаны так альбо інакш усведомлять свою ситуацию, как ситуация залежности, шукать способы вызволения от вот такой самопровинциализации. Мы анализовали эти три разные линии сутыкнення с разной ступенью подравязности, и потом перейшли уже до схемы идентичности. Вы памятаете, мы говорили про рикеровскую схему на початку, ідентичність, яку я обозначив, наративної ідентичності. Ідентичність як проста тоєсність, наприклад, нас самих, коли це індивідуальне з нами самими, і ті історії про самих себе, які ми починаємо розказувати іншим, як потлумачити цю просту тоєсність. И тут мы казали, что вот в этой простенькой рикеровской схеме выявляется вся пригожость и весь парадокс белорусской колониальной и постколониальной ситуации. Помните, мы малювали вот такую линию и казали, что простая тоєсність, для якой нават в белорусском мислении есть адмысловое слово, это тутэйшасць, и она надзвычайно моцная. И вот гэтую надзвычайно моцная, распаўсюджаная, укорененная, скажем, гэтую надзвычайную моц белорусской тутэйшасці, и доследчики, и историки, и культурные антропологи, и этнологи, просто не могли растлумачыць. То есть это вот штосьці надзвычай дзіўнае. Асабліва ў параўнанні з верхняй часткай, з гісторыямі пра саміх сябе, якія, зноў жа такі, традыцыйна лічацца слабымі.
То есть лічыцца, калі вы прачытаеце любую аналітыку, скажем, беларускай ідэнтычнасці, першае, з чым вы сутыкніцеся, што гэта ідэнтычнасць слабая. І палякі, і украінцы, і літоўцы, і расіяне, і амерыканцы там з брытанцамі, все яны як бы пішуць пра слабасць вот гэтай самай беларускай ідэнтычнасці. По-моему, Дэвід Маркс нават напісаў кніжку пра дэнацыяналізаваную нацыю і паставіў пытанне так радыкальна, што вот што гэта такое? То есть вот ёсць народ в Европе, ці там як бы нацыя, якая зусім не збіраецца быць сама сабой. Так? То есть і падставы, ясна, падставы там знаходзіцца много, там вот знаходжання у супольнай прасторы там з суседзямі, там як бы сумесная дзяржаўнасць, заваёвы, вот такія як бы квазітлумачальныя як бы схемы і за тавтологію, квазітлумачальныя тлумачэнні. Таму што насамрэч, калі чалавек гаворыць пра слабасць беларускай ідэнтычнасці, то ўжо больш нічога не трэба далей тлумачыць, таму што слабая ідэнтычнасць гэта і ёсць слабая. Вось. Вот я толькі не памятаю, да чаго мы прыйшлі, то есть чым скончылі, якой думкай. Вот, потому что у меня есть в кишэні одна важная думка, якой все мусіць скончыцца. И я не памятаю, ці я ее уже говорил напрыканцы. Здаецца, виклали такую систему координатов, міти души, міти ладу, міти походження будущими и размешивать некие нации. А вот с этой первой схемой, вот со слабостью мы почали, мы просто сказали, что вот как бы замест самих белорусов истории про нас рассказывают все наши соседи и все остальные. Да? То есть тут как бы треба разуметь и снова же таки в інтэлектуальных дыскусіях і нават в акадэмічных дыскусіях, вот калі хтосьці пачынае гаварыць пра слабасць, для меня гэта адразу сімптом такой, скажем, такого империалистичного подхода и интеллектуальной колонизации. Потому что, заходячи с того, что мы описали, белорусская идентичность ни в якім разе не слабая. То есть вельмі моцнае пачуццё тоеснасці, як бы групавой, вот гэтая тутэйшасць, гэта з аднаго боку, і канфлікт розных наратываў, то есть канфлікт розных версіяў, вот гэтай розных гісторыяў пра нас на версіях. Вот это вот як бы, калі б я рыхтаваў нейкіх там інтэлектуальных байцоў, як бы за честь и гонор белорусского народа, то есть вот это была бы первый пункт, який я бы записал в ему памятку, что вот со слабостью треба разбираться. То есть як только вы чуете, что там как бы белорусы слабые, вот треба терпливо и долго вот с долучением всей этой постколониальной аналитики рассказывать про то, что не слабые. Вот яшчэ побач со слабостью есть образ отсутности, что як бы, снова же таки, я думаю, вы не раз чули, что вас же не было. И некоторые белорусские мои улюбленные интеллектуалы с радостью этот образ отсутности скарыстовывают и наоборот як бы робят такой визитовкой и фишкой. Да, як бы. И я люблю як бы распавядать про то, что белорусы это одиная нация, якая не до конца верит в свое властное існаванне. И что это самый пригожий вариант для тоеснасці, які мы можем знайсці, скажем, в сучасной Европе, потому что, сумно быть просто французом. Вот как бы ты народился французом, да, и все, как бы, и никаких сомневов, да, и все тебе ясно, там, вот, вино, жанчины, там, Декарт, как бы, много-много всего, да.
А тут вот як бы абсолютно все неясно, да? Хто ти, і ці ёсць ти ввогуле, як би, може бути цябе нема. Ось. Ну, жарты жартамі, але вот гэты канфлікт інтэрпрэтацыяў наверсе і надзвычай моцнае пачуццё тутэйшасці ўнізе. І я бы нават сказаў, што вот гэтая простая тоеснасць, беларуская тутэйшасць за апошнія пару стагоддзяў мадэрных праектаў, таму што вот все, пра што мы гаворым, гэта не там тысячагоддзі беларускай гісторыі, а гэта пару стагоддзяў апошніх, калі ну, вот, пачынаюць развівацца у суседзяў у нас нацыянальныя праекты, ну і адпаведна паўстаюць гэтыя новыя мадэрныя ідэнтычнасці, наратывы, паўстаюць тыя міфы, пра якія мы пачалі гаворку, вот, скажем, раней. Да? Дык вось, тутэйшасць паўстала в якасці такой як бы антыкаланіяльнай ці нават посткаланіяльнай рэакцыі на вайну наратываў як бы внутрі самой беларускай ідэнтычнасці. Вот уявіце сабе, в сітуацыі, калі вас увесь час прымушаюць выбіраць, да, як бы, кім ты ёсць і з кім ты ёсць, што значна больш страшна, да? Там с Заходом, ці с Усходом, там с католиками, ці с православными, там с поляками, ці с москалями, вот, с немцами, там, как бы, ці с всем советским народом, вот, как бы, и, ну, для большасці людей любы выбор в этой ситуации может выглядаць там самагубчым и выбором частки. То есть тутэйшасць, вот, калі казаць про вот, беларускую метафізіку, яна цягам всіх вот гэтых каланіяльных стагоддзяў і цягам всіх каланізацый забяспечвала механізм зборкі всіх гэтых канфліктных частак. Да? І гэта абсалютна іншая схема, чым схема работы звычайнай ідэнтычнасці. І можа быць, ну, вот для меня самая галоўная беларуская загадка, як бы, ці адгадка, якая ёсць. Вот глядзіце, вы казалі, што вот, как бы, простая тоеснасць у звычайных мадэрных ідэнтычнасцях гэта як бы той старт, это не механізм зборкі, а адпрамны пункт, пасля якога пачынаецца як бы, ну, вот, нарошчванне саміх гісторый. Вот это вот гісторыі, так? І все гэтыя гісторыі, яны просто меняюцца цягам часу. Там, ну, напрыклад, там, быць французам на пачатку 19-го стагоддзя і напрыканцы 19-го это абсалютна розная рэч. Быць французам, напрыклад, в 60-е гады 20-го і напрыканцы 80-х это насамрэч таксама абсалютна розныя гісторыі. То есть тут трэба памятаць, што вот гэтыя гісторыі, яны ўвесь час абнаўляюцца і перапісваюцца. І сам працэс, як бы, ну, вот, як бы, в пэўным сэнсе нацыянальны праект ніколі не сканчаецца і скіраваны в будучыню не дзеля таго, што вот, як бы, все пагадзіліся, што значыць, як бы, быць, ну, не ведаю, так скажем, палякам, там, ці украінцам, ці немцам. Так? А якраз прыгажосць нацыянальнага праекта палягае на тым, што вот гэтая супольнасць, яна вымушана ўвесь час сябе перапісваць. То есть весь час придумывать себе наново. Так? І тым самым доўжыць сябе ў будучыню. А вот. Беларускі посткаланіяльны варыянт як бы палягае на тым, што нас увесь час придумываюць з розных бакоў іншыя. Тут мы маем як бы канфліктныя, скажем, наратывы і вайну інтэрпрэтацый. І толькі ўзровень тутэйшасці дазваляе, скажем, все гэтыя канфліктныя наратывы, ну, вот нейкім чынам арганізаваць як бы пэўнае цэлае. І памятаеце, мы казалі крышачку пра ідэю памежжа, для якога мяжа ёсць не тым, што падзяляе, да? То есть мяжа паміж рознымі канфліктнымі часткамі з'яўляецца, ну, як бы, тым, што аб'ядноўвае і злучае гэтыя варагуючыя гісторыі.
Вот культурологічны механізм работы беларускай ідэнтычнасці якраз вот прыблізна такі, што многа межаў, вот, якія падзяляюць гэтыя часткі, но падзяляючы яны вот, як бы, в той же час і вот як барцы, якія там змагаюцца між собку і зліваюцца в одно тело, так и тут все гэтыя наратывы зліваюцца в одно. Вось. Ну і становятся тутэйшымі. Не просто гебрайская традыцыя, а тутэйшыя гебраі, да, не просто поляки, да, як бы, не, наши поляки это вам не з Варшавы, да, то есть это вот что-то, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну и паўстае пытанне, то есть калі вот такая схема, і яна працуе, і мы разумеем, што вот, як бы, гэта такі беларускі секрет, то зноў жа такі яна не з'яўляецца нейкай схемай метафізічнай, вечнай. Яна мае час свайго нараджэння, зноў жа такі, і мусіць ва штосьці пераўтварацца, ва штосьці, ну, як бы, стаць чымсьці іншым. Вот як ваше меркаванне? Ці мы все яшчэ вот, як бы, в ситуации конфликтного пограничья, якое, скажем, яднаецца гэтай простой тоеснасцю тутэйшай. То есть, вот, як вы адрэагуеце на ласка? Теорія цікава, але ж яна, на мой погляд, Помилковая. Одорвана от реальности, одорвана. От якой з реальності? Сённяшняй, от сённяшнего часу. То есть вы якраз про гэта і пытаўся, вот, ці мы уже выскочили в сённяшнім часе, вот, як мы, з гэтай да, схемы? мы выскочили, но таким своеособным таким методом выскакиваем из него. Вы кажете, что тутэйшасць – это механизм спора. На самой справе, як я назираю, это механизм захования. Вот люди заховывают свою идентичность, и наибольший такой прывабный метод заховать свою идентичность – это мясцовасць. Это вот, почему я так кажу, потому что мои предприятия, они расповсюжены по Беларуси, по маленьким местечкам. Вот у меня Боровуха, Полоцкий район, Лепель, Слуцк и Мосты. Вот они считают себя местными. В Лепеле кажут, мы лепельские. Это ясно. Но я уже про это рассказывал. Позиция ясна. У кого И тут я есть еще критика, да, еще вот механизм сборки для тутэйших, может быть, они сами не переодолят свою тутэйшесть. Механизм, когда они отождествляются не тутэйшими, а белорусами, где он тоже повинен прийти звонку. Там не нарождается. А звонку, вот это сегодняшняя конфликтная ситуация Министерства эдукации. Когда они объявляют вдруг, что мы создаем свои новые белорусские подручники. Подручник по истории до сих пор мы не видим. Бог, потому что тут важная эта схема. Я еще, ну, вот, скажем, дам наступный крок. У меня такое моцное адчуванне, что вот эта схема, якая працавала все 19-20 стагоддзя, и, скажем, с якой мы войшли у 91 год у белорусскую незалежность, у выніку вот этой эволюции 20, ну, скажем, 25-6 годовой радикально змянилась. Вот як бы ёсць нейкая новая схема. Вот. То есть мы выскочили вот як бы с этого механизма, скажем, об'яднання знешніх дискурсов и такого нейтрализации конфликта интерпретации праз тутэйшасць. Вот як вы думаете, что с нами отбылося за апошнія 25 год? Ну, пытанне такое на $1 000 000, конечно, но
вот тым не менш в кантэксце ідэнтычнасці міфаў, то есть канфлікта інтэрпрэтацыі, ці ёсць у каго-нибудь гіпотэзы ці вот, інтуітыўныя такія прапановы? Ну, может быть, у меня есть какая-то схема, Ну. которая как-то схватывает, ну, вот, то, что вы сказали, ну, по крайней мере, может расширить какое-то понимание. То есть, когда вы говорите про француза, я, ну, вот, примерно так это зафиксировал. То есть, был какой-то процесс, ну, скажем, нерефлексивный, который в какой-то момент вот, француз обнаружил сам себя. То есть, и он, ну, вот, был вот с такой идентичностью, ну, и вот, ну, как есть. Ну, какой-то следующий, там, более-менее разумный француз, он уже мог как бы отрефлексировать, ну, объяснить самого себя, ну, прошлого, и, ну, скажем так, произвести некое новое там знание, ну, с добавкой. Ну и дальше как бы этот процесс продолжается там, и на каждом шаге, ну, то есть он... Расширение такое. Да, то есть как бы есть традиция, как бы, и в то же время вот французскость развивается. Только я тут не соглашусь, она направлена не в будущее, а в прошлое. Потому что это такая как схема, ну, я в принципе у Баковского как-то посмотрел, это, ну, вот эта герменевтика, да, когда тут есть текст, да, и мы его читаем со всего богатства, ну, как бы текущих там культуры, и текст становится богаче, ну, в том числе благодаря множественному прочтению и так далее. Это вот французы. Ничего, если тут эту схему? Да, конечно. Вот. Если представить с белорусами, ну, тоже какой-то процесс, там, скажем, доисторический, там, который привел к тому, что вот мы сложились и тоже как бы тутейшие, да, там, вот, там сложился тутейший. Вот потом начинается вот этот конфликт историй, я его, ну, зарисовываю уже там через там, колонизационные механизмы, когда приходит другой, ну, там, и рассказывает как бы какую-то свою версию истории. Ну, потому что она у него тут вот когда-то сложилась, там, да, он там и себя может объяснить, и всех других. Вот. И Третье, да? да, а когда приходит кто-то еще, там, то он делает, вот он может себе позволить сделать так. То есть он может объяснить и, ну, вот, как это, и туземцев, скажем так, и вот то, что происходило, каким-то образом, ну, надо было за скобку вынести, то есть он как бы извне этого дискурса. Ну и дальше может быть, как бы вернуться там ситуация, да, то есть, скажем, вторая волна, там, ну, скажем, вот, переход территории там, от Польши к России, можно вот рассматривать как такое вот продуцирование, ну, нагромождение дискурсов. Но в какой-то момент мы возвращаемся к, ну, а он же живет, как бы, да, то есть на него вот эти дискурсы падают, как бы, и пытаются там ему объяснить, кто он есть. Ну и в какой-то момент, вот, там, скажем, независимости Беларуси, вот есть возможность там ответить на вопрос, а кто я есть. И, ну, важно, конечно, все это включить, но как бы сделать, наверное, еще да, что-то. можно я сейчас скажу? Вот это идеальная купаловская, скажем, тутейших схема. Вот тут же что самое цікаве? Вот коли гэта, скажем, простокутник, гэта тутейшесть, а вот гэта розныя спробы вывести тутейшесть, яе тутейшасці и проинтерпретовать, ну вот навязать як бы певный нарратив, то побач со всеми гэтымі чужими в певный момент приходить национальный проект белорусский, який говорит, что вот гляди, вот тут вот есть гэта, а вот есть я. Давайте его намалюем. Ну, в принципе, он как бы это и он говорит, да, что я ж свой, в адрозненне от всех как бы остатних, да. Но цікаво, что для тутейшего ядра он протягивает выступать таким же самым типологично, да, то есть формально, культурно, мовно, там, не ведаю, як завгодно, он выступает как свой, а типологично он потребує от тутейшего ядра,
ну вот якби той же самой самотрансформації, переутворення тутейшого в націю, да, якби вот увахода в національний проект, і в этом сенсі нічим не відрізняється від останніх колонізаторів. Ну, если это все сжато во времени, то есть как бы это на одном поколении, то действительно конфликт на людях собирается очень, ну, так ярко. То есть, что там ученые Купала, да, что там какие-то с Москвы там или Польши, то есть, ну, воздействие такое же. Но если там он как-то выпрыгивает там в историю, ну, там, скажем, то тут уже нету, скажем так, вот этот тутейший уже по-другому на него это падает. Когда, ну, если это становится содержанием школьного образования, грубо говоря, то оно, ну, там уже есть все-таки вот это свое, да, там, то есть вот, и попытка выйти, что, ну, мы-то как бы уж знаем свою историю, да, то есть, ну, должны же быть умные люди у нас, которые нам это все расскажут. Вот. И, ну, для меня тут, конечно, вопрос вот с этой такой идентичностью, а какая она вот после вот всего вот этого, то есть, ну, схема хоть как бы пригожая, но вот те вопросы, которые вы вынесли, вот я не уверен, что она... А у меня есть отказ, гипотеза, гипотетичный отказ, что он был, какая ласка. Можно это все назвать одним словом самоколонизация? Самоколонізація, от якби. Так. Що національно свідомі білоруси колонізуються. Зовсім не мовчимо, самі себе Все ж таки колонізували. самоколонізація це, ну, це особний термін, який ми прибережемо для іншого. А тут, от, як розтлумачити, що тут відбувається, ну, їх закупало тутейше, ну, ніхто не може. Да? От глядите, недарма ж головним героєм у Купали Микита Зносок. То есть ідеальний протей білоруський, якби з чистою свідомістю, от, тутейший, який готовий носити любые маски. І сам він навіть не розуміє, ну, своєї відрізності від всіх останніх героїв, да? Для яких маски це серйозно і, можливо, тільки одна. Да? І я пам'ятаю, коли я вперше ну, вот, почав мені в другой половині 80-х читати цей текст, для мене була навіть кривдно, думаю, що ну вот, а чому ж там Купала этого Янку Здольника так покрылдил, да? То есть, что там Никита Зносок головний герой, да? Вот, ну, Здольника драдженець, він мусить бути якби там перемагачець, вот якимось таким переконавчим, да? А він вот такий якби неясний, да? Туриться, стимає покойчик, там, ну вот человек без улады, и без улады дискурсивный. То есть, вот, то есть в этом сенсе национальный проект скерований на колонизацию тутейших. И он выступает таким же самым колонизатором в дочинении, да, вот, якби, упирающихся белорусов, які не хочуть усвідомляти себе, якби, хоча б кимсті, так, якби, як і всі останні проекти. Но вот эта борьба поміж тутейшими и разными проектами, она, ну, и шла всю модерность. Да? Но вот то, моя гипотеза, то, что абсолютно нечакано для всех отбылося за опошние 25 год, я вам так якби намалюю, тутейшесть всех съела. То есть все думали, что, ну, вот там, основная борьба, ну, вот, наприклад, початок 90-х, коли хто пам'ятає, да, это поміж там національно-демократичним проектом Поздняком, ну и либеральным, русскомовным там проектом городской интеллигенции. Вот кто там, якби, все ж таки там лепш там, разом з Пушкіном до всього чоловічства, ті там разом з Купалом, якби, в родний кут. Да? Вот основные конфликты, те основные дискурсивные сутыкнения и шли між гэтыми всеми. Да? То есть никто не ставился серьезно до маўклівай большасці. Да, ну вот для всех это был просто материал колонизации. Казалось, что нет, эта маўклівая большасць робила вот так вот. И
теперь нема ніякого ни белорусского проекта, ни польского, ни российского. Вот, как бы, есть только тутейшие. Причем вот всех этой зоны, якія были, яны внутри вот этой тутейшести засталіся. И, ну, вот, как бы, но засталіся уже не як факт знешнего, да, а як факт внутренней борьбы. То есть, разумеете, какая пригожая схема? Я это слово весь час чомусь не выговариваю, да? То есть, как бы, выведение на ломки и перенесение всего вовнутрь. То есть, всех эти конфликты, вот памятаете, мы казали, конфликт интерпретации, якія заходили со знешних акторов, да? То есть, как бы, поляки это іншае и чужое, там, россияне іншае и чужое, да? То есть, как бы, гебрайство там іншае. И они все стали фактом, как бы, внутренней просторы, да? И внутренними позициями в межах этой, как бы, великого тутейшего melting pot. То есть мы все теперь варимся, вот как американцы варились там у себе, мы все варимся в вот, как бы, этой новым горшечку, как бы, белорусской нации. Тогда это не 25 год. Тогда это началось, ну, 4 года. А пика достигла ось на международной выставке, когда Алексеевич з'явилася туди. То есть это важным, да. То есть это не с 14 года, ну, может, чутку с 13. Но вот это вот, когда мы все отвергли, стали разуметь себя как что-то цельное, только с 14 года. Это 3 года только тянется. Ці ви згодні, ті хто-нибудь оспречить, как бы, того, что перемогли тутейшие и... Возможно, вы имеете в виду 94 год, выбор проекта на выборах развития, который предлагали? Это особная тема, то есть вот как это все отбывалось, то есть вот генеалогия и, ну вот скажем, потому что КАП вот это, как тутейшесть распавсюдилася, як бы, да, вот так вот стало основным гештальтом, да, то есть мусил быть механизм переутворения знешних позиций и знешних дискурсов во внутреннее, да? А знову ж таки, який механізм ідеальний переутворяє знешнє во внутреннее? Война. То есть 94 год, скажем, в тим сенсі він важний для нас, як народження белорусского креольского проекта. А вот в той час, як всі думали, що опозицією там націонал-демократичного проекта буде там, ну вот умовно кажучи, там Росія, там ті Польща, там ті Захід, що він буде йти поміж націоналізмом, якби, і, скажем, ну не ведаю, интернационализмом, там, космополитизмом. То есть механизм вот этих 25 год, как бы, постколониального развития белорусского громадства и культуры был зовсім інший. Да? Народження двох конкурентних проєктів, то есть вот это націонал-демократичний, з ідеєю там вертання в Європу, ну і коли ми вот по этой схемі малювали ідентичності, ми б, якби, вельми ясно намалевали вот этот проект. Ну, это ясно, что не поздняк, потому что это его отвергли. Політичная малая частка, то есть в целом национал-демократичный проект, вот як, ну, вот побудовы новой европейской нации на руинах, ну, вот, советской идентичности и коммунистичного минулого. Да? То есть это, зрештою, и Мацкевич с декоммунизацией, там, и Дубовец с нашей Нивой, и новая эстетика, то есть, насамрэч, это надзвычай магутны рух по тотальному перапісанню там беларускай ідэнтычнасці і стварэння цалкам новых культурных кодаў. І гэты праект абсалютна паспяховы, то есть, калі, ну, зрэшты, вот гэта краіна Беларусь і чэргі там да Орлова паказваюць, што ён паспяховы і дасюль запатрабаваны. І будзе, як бы, увесь час, то есть это вот ён пераўтварыўся, вот як бы гэта сказаць, пераўтварыўся з аднаго з канкурентных праектаў, вот як ён быў на пачатку,
просто в константу беларускай сітуацыі, в адзін з полюсаў, ну вот не ведаю, на якім трымаецца вся беларуская сітуацыя. Вот гэтая новы гештальт, назовем гэта, новая тутэйшасць. І, дарэчы, ўлада выдатна разумеюць, таму што разграміць, выслаць, пасадзіць можна вельмі лёгка. Но все разумеюць, што вот выдзерні гэта все з гэтай тутэйшасці, да, і все посыпецца. Як, дарэчы, і адварот. З 94-го года пачынаецца, і паўстае, пачынае развівацца як бы іншы праект. То есть іншая версія беларускай ідэнтычнасці, і вот я не памятаю, хто першы, там Абушенко ці Казакевич, вот як бы назваў гэта, ці Валерка Булгаков пасля Рабчука назваў гэта все крэольскім праектам беларускім. Да? Ну і на пачатку в гэтым была там нейкая крыўднасць, но потым, як бы гэта крыўда прайшла, все просто пачалі ўжываць тэрмін крэольскі, то есть вот пабудовы, скажем, новой беларускай нацыі на падставе каланізаванага ўжо рускамоўнага насельніцтва беларускіх гарадоў, якое стало інжынерамі, не ведаю кімі, вот реальнымі жыхарамі. Да? І зноў жа такі гэты праект патрабаваў сваёй версіі ідэнтычнасці і сваёй версіі адрознасці як бы ад захада і ўсхода, і сваёй траекторыі развіцця. Недзе з 95-го, 96-го, 97-го года гэтыя два праекты вступілі, вот на пачатку гэта такая была як бы конкуренція, там цёплая, потым холодная вайна, а потым уже як бы гарячая вайна, калі вы памятаеце гэтыя Менская вясна, там як бы вот была все гэтыя боевые дзеянні, эміграцыі, то всю тую палітычную гісторыю, якую мы переживали з вами. Да? То есть вот паўстала тое, што Кацук назваў беларускай баррикадой. То есть і з аднаго і з другого боку, вот прадстаўнікі вот гэтай краіны, да? То есть якія по-рознаму бачаць. І моя, скажем, гіпотэза, зноў жа такі, вот, што адбывалася з канца 90-х по 12, 13, 14 год, то есть это дастаткова вялікая адлегласць часу, што вот гэтая беларуская баррикада альбо беларуская вайна выступила тым посткаланіальным механізмам, то есть вот як у амерыканцаў гэты melting pot, то есть горшечек, в якім все варится, там подогревается. Так у нас вот гэтая война стварила беларускую нацию. Вот зусім по іншаму гештальту, по гештальту гэтай новой тутэйшасці. І вот гэта можна аспрэчваць і, ці зразумела, про что я говорю, ці сама схема зразумелая. Потому что я про яе нигде не писал и не пишу, и не буду писать, вот, а только рассказываю. Почему? Разумеете, саму ситуацию можно убачить с певной рефлексивной позиции. Вот это позиция рефлексии, да? И с этой рефлексийной позиции на одной картинце, на этом малюнку, как бы займают свое место там и мы, и яны, там и третий бок, и четвертый. І треба откинуть все там якби і симпатії особистые. І ти розумієш, що сам ти якби живеш не в рефлексивной позиции, а разом там со своими сябрами и приятелями вот негде тут, да? То есть твое место на баррикаде, там, твой бок баррикады, и для тебя самого, и для всех остальных абсолютно ясный, да? Вот я памятаю, калісьці я нават, на семінарі абмяркоўваў гэта з тагачасным маладым фронтам, якія на магістарскай праграме вучыліся ў Вільні, да? І там паўстала такая дзіўная рэакцыя, навошта вы нам гэта расказваеце?
навошта нам гэта ведаць? То есть, потому что вот любая рефлексия такого кшталту, яна ставіць пад пытанне твоё знаходжанне і твою як бы матывацыю, ну вот змагання з аднаго бока баррикада, да? І ну, людям гэта сапраўды не патрэбна ведаць збольшага, да? Акрамя ну, вот, аналітыкаў, акрамя універсітэцкай аўдыторыі. Не згодны? Не згодны. Тому и молодой фронт возмущается, что эта борьба была 94 по 97 год и закончился тотальным поражением вот этой новой демократии, нового пути. Лукашенко победил и всех к чертовой матери выгнал. И то, что вы называете национальная демократия, она быстро маргинализовалась, да. Они, як тады почали борьбу с режимом, так сёння и ведут эту борьбу режимом. А режим не мимикрирует, рухается, меняется, нечто извне, но в основном это не внутреннее. Я разумею эту схему, то есть я для себя называю это схемой наивных заангажованных политологов. Мы проиграли, да, вот, как бы, но мы еще там свое возьмем, там, вот. Насамрэч, эти два проекта, национально-демократичные, да, и креольские, яны воевали, и эта война отбывалась выключно в дискурсивной просторе. У них были разные задачи, и яны як бы працавали на разных узровнях. Задачей, скажем, национал-демократичного проекта не было взяццё палітычнай улады, не было таких наивных, и, ну, и не было магчымасці, и не збіраўся ніхто браць палітычную уладу. Да? То есть задачей этого проекта было радикальное перапісыванне як бы, беларускай ідэнтычнасці, змена кодаў культуры, стварэнне новой, уже як бы не колонизованной, не колониальной белорусской культуры. То есть стварэнне белорусской субъектности, назовем это так. Ну и кто над этим працаваў? Над белорусской субъектностью. Бакоў мы ведаем. Но ни Народный фронт, ни УГП, они не працуют, вот, не працавали, сегодня не працуют. Вот, так вот крыльно для политиков, что яны думали, что яны там как бы головные в этом проекте, да, как бы насамрэч, яны были просто, ну вот такой, как бы, группой подтрымки, вот, публичной, да, то есть неважно, где там живе Поздняк в Америке, там тут, важно, что робіць Лявон Вольскі, Михала Нимфадыстаў, Летучий университет, зрэшты наша Ніва с Мартиновичем и Горватом. То есть как бы гутарка ідзе про тое, что ну вот там основные как бы, падзеі адбываюцца. Да? И калі мы параўнаем вот на гэтым узроўні, вот гэтыя новые культурные элиты, якія паўсталі, да? И что, а что паўстала ў креольскім проекте? Чергинец? Ну, слушайте, ну вот как бы, просто после того, как вы сказали, как он выглядит, совершенно по-другому можно читать месседжи от главы государства. Вот белорусы это русские со знаком качества. По сути, это вот ну как бы внутренняя колонизация русской идентичности. Да. А потом многовекторная политика, которая тоже, ну получается, мы там, ну мы со всеми. И куча таких вот как бы, ну, вкраплений в его речи, которые, по сути, вот, ну, как минимум продуцируют этот дискурс, ну, или поддерживают. Я уж не знаю, откуда это у него в голове, но, по сути, он вот этот вот дискурс креольский, он его транслирует. И по разным вопросам политическим он, прежде всего, идеологически подходит. Ну, вот, война там в Украине, он там, ну, как бы, а мы и с этими, и на экономических отношениях тоже мы и с этими будем. Да, ну и вот, ну, можно сказать, как бы вот просто креолы во власти, я бы так сказал. Да, так про что я говорю? Что вот никто яшчэ нават не поставил пытание про то, что вот
вся эта белорусская политичная история креольского проекта мусить быть прочитана в постколониальной перспективе, а не с перспективы вот этой наивной политологии, когда там, ах, все пропало, ах, белорусы там как бы сдались, да, как бы там вот, яны там ничего не могут, там, не умеют, там, ах, Лукашенко ставленник Москвы, да. То есть, когда я вот читаю такую дурость, вот я ну, вот просто плачу внутри себя такими горькими интеллектуальными слезами, да, как бы, вот, и одразу расфрендживаю, как бы, ебаню, да, ну, расфрендживаю всех политологов, які, ну, вот с этим я цалком згоден. на таким наивным. Вот. І коли, знову ж таки, каб зрозуміти, наколькі пригожая была беларуская ситуація, і ёсць, і складаная, і схемаў няма практычна, вот, акрамя гэтай наивной паліталогіі, прыгадаем ірландцаў. Вот, як бы, пасля этого паўстання 16-го года славутага, і потым там, памятаеце грамадзянскую вайну ірландскую, на падставе якой, чаго яна адбывалася? І ввогуле вот якби Ірландська республіка і потім якби Irish Free State, який повстав, якби, да. От коли ми побачимо на ту ірландську державу, яка повстала одразу, якби, ну от після, ну не розпаду ще якби імперії, да, ну от після так званої незалежності, ми побачимо, що це чистая БССР, яка в тим же часі, да, захоўваюцца все эканамічныя дачыненні з метраполіяй, да? Захоўваецца валюта, як бы, захоўваюцца там асаблівыя, ну, вот такія рэчы. І вайна ірландцаў, ну, вот, як бы, республіканцаў, як бы, і прыхільнікаў БССР, гэта па сутнасці вайна БНР і БССР, якая у нас могла бы адбывацца, да? І перамагла в Ірландыі БССР. Ну, пераглядзіце просто фільмы, вот, як бы, там куча амерыканцаў знялі прыгожых баевікоў, як яны адзін аднаго там. І потым, вот, самае цікавае, што вот гэта ірландская гісторыя, гэта гісторыя вяртання пазняка. Вот Валерій, які прайграе гэтую грамадзянскую вайну, вот, ён врэшце-рэшт перамагае на свабодных выбарах там праз, не памятаю, 20 з нечым год, і такі, як бы, ну, скажем, вяртаюцца яны да рэспублікі, там прымаюць канстытуцыю, то есть адбываецца такая дэкаланізацыя, скажем, Ірландыі. Но вот гэты перыяд посткаланіяльнага развіцця, ён быў. Ну, это я як бы про вот гэты креольскі проект і про феномен беларускага аўтарытарызма, які, ну, можа быть, не буду казаць, што это моя ідэя, это ідэя Лакудовіча. Вот. Ён не прадуманы у нас абсалютна. Можа быть, гэта скандальная зараз рэч, я вам скажу, можа быть, гэта самае прыгожае, што здарылася і магло здарыцца як бы з Беларусяй вот за гэтыя апошнія 20 год. Прыгожая, ну, в такім адмысловым сэнсе. Да? То есть гэта абсалютна, як бы гэта сказаць, аўтэнтычны феномен, на які мы глядзім і не бачым. То есть у нас як бы спакуса весь час опісаць, як бы праінтэрпрэтаваць беларускі аўтарытарызм, вот гэты бунт папулістскі 94-го года, як штосьці абсалютна банальнае, вот як бы, ну, якое там глядзіць на нас мінулым, ну, это таму, што мы былі такія глупыя, такія адсталыя, такія вот, ну, вот, нецывілізаваныя, вот мы мусім там перарасці, там, ну, і гэтак далей, гэтак далей. А калі мы зноў жа такі возьмем вот гэты посткаланіяльны інструментар і паглядзім, вот, што адбывалася на пачатку 90-х, вот, уявіце сабе розныя праекты з выкшталцонымі там версіямі ідэнтычнасці, там нацыянал-дэмакратычны праект, ужо ёсць новыя беларускія эліты, якія гавораць, вяртаемся в Европу, да? Рускамоўная інтэлігенцыя вялікіх гарадоў, якая
працює там професорами там, ну, і займає посади, яка говорить, що нет, мы сгубим культуру. Ну и так далее, и так далее. И белорусская большесть конца 80-х, 90-х, это белорусская вёска, якая толькі-толькі в выніку урбанізацыі потрапила в город. И она за гэтые там десятигоддзі поспела, скажем, вывучыць расійскую мову, и вот гэтая першасная акультурацыя адбылася, но она не стала яшчэ гарадскімі жыхарамі, то есть она зависла, вот в постколониальной терминологии это называется space in between, то есть как бы свет поміж, да, вот с этими, то есть она зависла поміж. Вот то, з чаго все смяяліся, памятаеце, в 94-м з гэтай вымовы, да, як бы Лукашенко, з акцента, да, і ну, вот всем было дико, як чалавек, які вот так гаворыць, хто яго выбере, да, то есть, ну, і изгаляліся толькі вот в іроніі, да, то есть из перспективы там, як бы, беларускамоўных і рускамоўных, з перспективы всех. А оказалось, что это был той самый культурный код, який спрацаваў вот на гэтых людей, якія вот завіслі паміж, ну, скажем, мовами, культурами, и якія были дезоріентаваныя, ну вот як бы засталіся без своего социального асяроддзя. То есть вот гэты популистский бунт белорусский расце не з адсталасці, да, а з тоталітарнай модернізацыі і каланіальных стратэгіяў. Ну і гэта зусім іншая гісторыя. Да? То есть вот настолькі не убачыць і не зразумець, і хаця бы якая-небудзь паліталагічная сабака описала, як бы зразумела, вот, что тут штосьці адбываецца, ну, як бы не банальнае, да? Ну, акрамя Казакевича, які все разумели, но не может, скажем, на все разорваться. То есть вот у нас... Политологам не по силу такое описать. У них просто инструмента нет, вот, ну, интеллектуального. Это вот, ну, не знаю, это только можно вот из позиции, ну, Криволов, по-моему, это Абушенко вел. И вот из позиции такого исследователя, который, ну, смотрит на данные и понимает, что что-то не сходится, и все время, ну, задается вопросом, а как это вот интерпретировать, то, что поступает вот, ну, как бы по всем законам этой статистики, да, там, как бы репрезентирует белорусское общество, но не ложится на эти модели, которые были до этого. И вот гэта все схемы, ідэі, все, про что я вам рассказываю, это не только там, як бы, мои асабістыя нейкія ідэі. Это тое, что в белорусских интеллектуальных асяродках академічных абмяркоўвалася с конца 90-х, вот калі гэтая постколониальная теория як бы потрапила ўпершыню, калі там мы сустрэліся с Абушенком в белорусскім калегіуме, пачалі все гэта абмяркоўваць, куча семінараў там, як бы, і в інстытуце там социологии, и Кацук удзельнічаў, и Мацкий. То есть вот это мейнстрим насамрэч інтэлектуальны, які чамусьці не пророс, ну вот як бы тэксты, у там акадэмічныя курсы, і быў як бы далей маргіналізаваны. В пэўны момент вот все гэтыя схемы, тое, что мы описываем, ну вот яны як бы мелі шанец, скажем, прорасці. Вот калі там паўстаў кейс, як бы пры ЕГУ, калі вот в ЕГУ пришло поколение, там Бабушенко, там выкладал Казакевич, ходил политологию, и я там был уголовным редактором «Перекрестков». То есть все почало развиваться, как бы, и вось все это могло бы стать, ну, скажем, таким академичным продуктом, с яким бы немагчыма ўжо было не лечиться. Причем, что цікаво, это уже стало таким международным проектом. Вот, дякуючи розним семінарам, до нас приїжджали різні люди, там той же Дайпіш Чакрабарті, там Ядвіга Станішкіс, легендарний польський соціолог, не ведаю, ті не розказував кришечку, вот, і вона удзельничала, і вона цілу свою схему нам пропонувала, вот, якби такой
и радикальной тоталитарной модернизации с элементами вот как бы колонизации, да, и сутности вот этого популистского бунта, это было там початок нулевых, когда всем здавалося, что это откат назад, да? То есть она шиковную интеллектуальную схему вот, пропонувала, в якой весь белорусский авторитаризм выглядал, и она назвала это пастишовым авторитаризмом, то есть как бы имитацийным. То есть она, ну вот, говорит, что вы ставитесь до этого серьезно, как бы, ну и думаете, что вот в этом некая сутность, да, а сутность не в этом, сутность в экономике, в экономичных процессах, да, как бы вот, ну, вот тут и треба глядеть на даденые, на то, там, який процент банковського капіталу, яка динаміка у вас там. Ну, така Валерштайновщина, ну, і вона там этим якраз займалась. Вот. И что, то есть у яе была такая идея, что Лукашенко придумал самого себе в этой якости, как отпугивать спекуляционный финансовый капитал. Ну, умовно кажучи, как всех разогнать и створить нет, то есть створить тутейшее болотце такое, в якой ну, вот, жабки капитализма могли бы ну, вот, назапасить свой першопочатковый капитал спокойно и без вот, таких конкуренций непотребных. Да? Вырастить своих капиталистов. Типа того, да, то есть, и мы усмехнулись, с этого, ну, подумали, что, ну, знайшли там прихильника Валерштайна, да, а потім Паша Данейка, який там вертається після всіх своїх вандровок, якби розказує один в один, вот, якби, эту схему Станишки, як уже отбывшийся факт, то есть оформляя все это в теорию. Я, может быть, уже вот занадто заангажировался в некие дробизи, просто я хотел вот сегодня дать вам, ну вот, зразуметь, что вот мы так и шли спокойно в перспективе там интеллектуальной и крышечку такой геостратегичной постколониальной теории, это вот, ну, академичная, респектабельная, цікавая, интеллектуальная, но насамрэч это ну, вот то, что отбывается с нами опошние 25 год. То есть без вот всего этого, ну, ничего не зразумело. То есть спробуешь вот интерпретовать штосьці в категориях там традиционной политологии, традиционной социологии, ну, вылазят некие банальные схемы, ну, и самому соромно. Да? Ну, вот с той же там этничной и громадянской нации. Ну, вот покажите мне еще одного там идиота, який вот еще нам расскажет, что вот это важное разрознение, и мы мусим бояться там, например, этничной нации, а идти в бок громадянской нации. Да? А вот, ну, это просто вот неразумение вот всего того, что отбывалось в гуманитарных и социальных науках, ну, там якби опошні 20-25 год. А сапраўды не разумеюць. То есть, вот якби, тут я уже поскажуся, чему я, может быть, и взялся там пригадать гэтые постколониальные доследования, потому что задрала интеллектуальная убогость. Вот якби, ну, белорусских гуманитарных и социальных наук опошние ну вот 5-7 год, когда начался этот откат и деградация. Причем, ну сказать, что там кровавый режим только всех разогнал, ну не скажешь. Ну, якби кто загадал там с кровавого режима Михайлову убить якби цалком вот якби все и постколониальные доследования, и усходнеевропейские доследования, там якби всех разогнать, закрыть перекрестки, там запросившие Федуту, для якого я особисто испытываю симпатию, но не як головного редактора там, часописа, який мусить вот всем этим займаться. Да? То есть, ну, вот. Так что буду несправедливым, но уже дозволю себе
Пришли троечники, и с нами, яны занялі все позиции, якія толькі можна. И вот как бы это наша новая академичная интеллектуальная ситуация. Нам з гэтым треба жить и разбираться. Это вы маете на увазі ЕГУ? ЕГУ, там якби і академічні інституції білоруські, і університети. Вот, як там у Джармуша, там выживут только каханки, да, то есть выживут только троечники. Да, вот, и нам треба, вот, коли б не было летучих, то есть, як гэта не смешно усведомлять, летучих это одиная свободная платформа, вот як там у матрицы там вот этот кораблик, який там вандраваў і змагаўся. Вот на сёння в беларускай акадэмічнай прасторе гэта адзіная магчымасць выйсці за все гэтыя схемы абмежавання крылатых. Ну, тут Иван сказал, что политологи не могут разобраться. В этом могут разобраться только философы. И я памятаю этот диалог поміж Акудовичем и Мацкевичем, когда Акудович, там какой-то сборник вышел философ. Акудович каже, это апошняя философия в такому накірунку, а будет іншая философия. И у нас уже есть держава, есть президент, на что Мацкевич такой, он каже, и такой, и тоже наш, это наш президент. То есть это вот вы с вами я сгоден, что и философы, Акудович и Кулику уже начинают нечто разуметь. Это во-первых. По-другое. Вот то, что отбывается. Разумеете, я, ну вот, то, про что я расскажу, я не хотел бы, как это вернулось назад в идеологизованный спрощенный комикс. Да? То есть мой пафос не про то, что ой, мы раптом открыли, что у нас есть свой президент. Это, ну, безумовно, это же президент закономерность. Да? Я про то, что наколькі складаная схемы, ну вот мы вымушаны придумывать, как описать вот эту белорусскую ситуацию апошних 20-25 год. Да? И, например, что здараецца, и что вот калісьці з Абушэнкам, калі у нас были дискуссии и семинары, я подбивал и его, и Миколу Кацука написать книгу «Грамадство креола». Потому что, коли мы хотели бы разобраться во всем этом, то, конечно, начинать потребно с социальной топологии. Вот взять как бы лічбы, что отбывалось, як выглядало там белорусское громадство конца 80-х, початку 90-х, то есть вот эта зона маўклівай большасці, там in between, да, как бы зона вот того, и якая динамика была, да, вот этого всего. То есть, например, кто гэтыя люди, якія стоят сегодня у чарзе по Мартиновича там и Горвата? Яны не стоять по Акудовича и, ну вот, не ведаю, какой там, Розанова, да? А стоять по Мартиновича и Горвата, да? Это с перспективы социологии, социальной, это, ну вот, как бы, абсолютно новое в окно в белорусском громадстве. Я не ведаю, кто яны, да? То есть, але я разумею, что штосьці ўвесь час меняется, и нам потребны социологи, ну, якія бы не просто там давали лічбу в администрацию ці вот кудысьці туды там на захад, да? А якія былі бы, ну, вот такими назиральниками, якія нам рассказывали про белорусское громадство, были бы гэтым люстэркам социальным. Может быть, занадто пафосно наприканцы, но вот как бы это важно, да? То есть я за складанность, вот, как бы, и это самое важное. То есть мы доросли, и это так само постколониальный такой уже процесс, мы доросли до своей субъектности, ну, я маю на увазі вот, как бы, белорусскую субъектность, мы заслужили эту белорусскую субъектность, и мы доросли до складанных постколониальных схем разумения самих себе. Не просто занять свое место с одного боку баррикады, да? То есть это наш особистый выбор, там,
скажем. Але калі мы потрапляем в рефлексивную позицию и начинаем бачить и анализовать, мы мусим быть честными и давать всю картинку во всех этих взаимодеяниях, а не просто рассказывать про себе пригожие казки, какие мы хорошие, прогрессивные и как мы переможем послезавтра. То есть вот я бы на этом поставил шматкроп'я постколоніальне. І я думаю, що може бути наступна зустріча. Може бути питання ці репліки, да. Ще. Мне кажется, это так прекрасно, что прям хочется плакать. Давайте. Потому что, у меня, вот эта креольская идентичность, она, в принципе, объясняет самого себя, а не там все. Потому что я, сталкиваясь с махровыми националистами, я, конечно, испытываю к ним симпатию, но в то же время хочется как-то аккуратно объяснить, что я за вас, но я другой. И я вот не могу так на себя натянуть это. Я вот тут стою, а вы вот тут, а я тут. Вот как раз, я могу вот про себя, когда я начинаю думать про себя, а кто я и что, да, во мне там есть что-то белорусское. И, не потому, что там по праву рождения, вот у меня там отец там, русский, в принципе, там по корням, хоть я родился в Минске, а мать из Вёски, там Бобр, там, где Олесь Пушкин пишет эти предложения картины. Вот. И в то же время там, в детстве случались такие, смешные истории, когда я там картавя, там сидел в кинотеатре и слишком громко кричал, там поворачивается дядечка: ой, какой у вас милый маленький еврейчик. И, такая история повторялась, когда я, как-то, скажем, преобразовывал внешний вид. И тоже, то есть, во мне иногда там почему-то идентифицировали еврея, хотя я, допытывал своих родственников, говорят, что нет. Да. И вот это вот какая-то такая какая-то сложная такая само в том числе восприятие, оно, я просто сильно не думал об этом. Я не испытывал такой нужды, свою национальную идентичность выстроить. То есть мне достаточно, что какой-то осознанный выбор, что я вот тут, и я выбрал свою сторону, я знаю, где истина, добро и справедливость, и я пытаюсь, как-то за это бороться. И при этом испытывая скорее симпатию к националистам, чем каким-то, скажем так, другим. Вот. Но при этом, скажем, если говорить про баррикаду с текущей властью, то она для меня пролегает по каким-то эстетическим соображениям и по разумности, что ли. То есть я понимаю, что так делать нельзя, это же не ведет к... То есть я вроде логику понимаю, но я бы делал по-другому. Да. То есть наверное, такая столкновение. Вот. Просто такая рефлексия, как я это все услышал. Еще реплики. На самой справе, коли это, як ви кажете, складана суб'єктність, на самой справе, я уже вам сказал, что у белорусов есть философы, які эту складанность уже смогли описать. То есть схема есть. А ось як это, что это закономерность, вот нам растлумачивает Тимоти Снайдер в своей книге «Реконструкция нации». Вот чему складано? Тому порівнювати формування белорусской нации с французской, это помилково. Формуется нация наша белорусская, больше похожая на балтийские краины, альбо на Словению, Словакию, вот такие маленькие, потому что французская нация как шла по имперскому пути, так и склалась нация, и все равно она имперская. А вот маленькие краины, вот они по-особому. Особенно прихожусь к белорусской ситуации, что у нас все отбывается. То есть шмат какие такие социологичные схемы и социальные процессы мы можем просто проверять и бачить на своей вочі. Да?
І мяне заўсёды так крышачку смяшыць, калі хтосьці нам пачынае расказваць, што ну так вы ж спазніліся, у нас гэта все як бы давно ўжо як бы прайшло, адбылася, а вы толькі-толькі там вот як бы это вот уявіце, ну і тыпа што ну вот навошта вы гэтым займаецеся, калі у нас гэта ўжо адбылося. Я заўсёды уяўляю сабе там як бы обед в доброй ресторации, как бы богатые блюда, вот мы все сидим за столом, и хтосьці, хто пообедал учора, там ходит вокруг нас, как бы голодный, злый, и каже, ну вот мы же уже поели, ну вот навошта як бы вы все это робите, да? Вот поднимайтесь, да, сыходите отсюда. То есть у нас вот той, хто спазнился, то не обовязково лузер, да, то есть как бы часом позні нацыогенез – гэта нацыогенез в ситуации як бы і багацця рефлексии, і багацця вот всех гэтых як бы ну, социальных и культурных новых факторов, да, и просто в новых декорациях. Так что я всех нас віншую як бы с гэтым обедом альбо вечерой. Вот, ну и сустрэнемся наступны понедельник. Завершим 40. Дякую.